Усть-Каменогорск. Областной центр Восточного Казахстана. В годы Великой Отечественной войны это глубокий тыл, куда не доносились звуки артиллерийских канонад, не долетали вражеские бомбардировщики, но военные годы в его истории – это страницы воинской доблести, скорби и гордости. 7199 поминальных свечей в память о погибших на той войне согражданах зажигаем мы каждый год в мае. И с гордостью помним, практически каждый, прошедший по фронтовым дорогам Усть-Каменогорец, отмечен боевыми орденами и медалями. Воину слава, а городу честь. В названиях 13 городских улиц увековечены имена фронтовиков, героев Советского Союза, родившихся или проживавших в Усть-Каменогорске. По праву наши земляки были удостоены и высшей награды страны, и благодарной памяти сограждан. Павел Павлович Журба, уроженец Курчумского района. Жил и работал в нашем городе уже много лет спустя после войны, на склоне жизни. В довоенной жизни он и в забое работал, и столовой заведовал, и в милиции служил. На фронте с 1941 года. И учитывая боевой опыт на озере Хасан во время действительной службы на Дальнем Востоке, сержант Журба становится командиром разведотделения. Под Сталинградом добывает языков, устанавливает мины в тылу врага. После одного особо кровопролитного боя в июле 1942 года даже числится пропавшим без вести, но через год он уже командир отделения в саперном батальоне на Воронежском фронте, активно участвует в Сумско-Прилуцкой наступательной операции. Во время форсирования советскими войсками Днепра отделение сержанта Журбы в течение суток под сильным огнем противника на самодельном пароме переправило на правый берег 1440 бойцов, 15 противотанковых орудий, 6 тонн продовольствия и 26 лошадей. 3 раза, рискуя жизнью, прямо под артобстрелом чинит тонущий груженный боеприпасами паром и не выходит из боя до полного окончания переправы. Подвиги товарища Журбы заслуживают высшей правительственной награды, звания Герой Советского Союза. Командир 132-го отдельного саперного батальона, старший лейтенант Борисюк. После присвоения звания наш герой в составе войск Первого Украинского фронта освобождал Киев, потом оборонял Киев от контратакующих фашистов, брал Житомир и после тяжелого ранения в конце 1944 года был демобилизован. В 2003 году имя Павла Журбы получила самая длинная улица в 23-м микрорайоне Усть-Каменогорска. В том же году еще 6 новых улиц этого микрорайона названы в честь Федора Кокорина, Бориса Павлова, Германа Молодова, Николая Шарабарина, Петра Логвина и Петра Миллера. О подвигах этих и других героев Советского Союза усть-каменогорцев речь далее.